прошлом уроке, что мыло высушенное самый лучший вариант для того, чтобы делать обложку на ткани. Говорила? Любое дело начинается с азов. Вот и в шитье юные мастерицы пока учатся своим первым стежкам. Как правильно держать иголку, какой длины должна быть нитка. Сначала девочки научатся шить вручную, а следом освоят и машинку. Главное усердие. Все необходимое оборудование и материалы есть. Швейное оборудование у нас бытовое, самое, скажем, безопасное, хорошее. Для шитья, для наших деток самое то. 4-я школа в Яндаре торжественно открыла свои двери для учащихся в конце декабря. Тут постарались создать все условия для педсостава и школьников. Поздравить учащихся с открытием приехал лично глава Ингушетии Махмуд Аликалиматов. Самое главное, для вас созданы условия. А главное, что мы от вас ждем, старшие, это ваше знание, учеба. Вы должны быть лучшими, потому что школа-то хорошая, на 5 построена. Ну вот 5, вот буду заезжать, и вот посмотрю, сколько будет у вас медалистов, отличников. Буду интересоваться у директора. В новой школе создано все для интеллектуального, творческого и физического воспитания школьников. Новый спортивный зал, оснащенный инвентарем и рассчитанный на командные и индивидуальные занятия спортом. Актовый зал с просторной сценой и современным музыкальным оборудованием. А еще кабинет стоматолога, медсестры, библиотека и кабинеты английского языка. Учебное заведение соответствует всем ожиданиям школьников. Мне нравится эта школа. Тут есть спортзал, библиотека, кружки. Тут все есть, тут очень красиво. Для девочек открыты курсы кулинарии и шитья. Ну а делать все, начиная от кухонной доски и табуреток до макета дома, учащихся научит Азраил Ханиев. Скоро ребята освоят токарный станок, машинку по сверлению для заточки металла и других острых предметов. Аккуратно. Нельзя отсюда вот так, именно отсюда. Уроки технологий для мальчиков, как и для девочек, в школе проходят 2 раза в неделю. Многие ребята хотят поскорее научиться мастерить изделия из металла и работать с древесиной. Я бы хотел сделать что-нибудь, например, стул или стол, что-нибудь это наждачкой поточить. А в этом кабинете мне очень понравились вот эти аппараты всякие. Главное – обучить технике безопасности, уверен педагог. С этим тут строго. Учиться предстоит на самом разном оборудовании. Надевает фартук, перчатки перед работой, он слушает все рекомендации учителя, с разрешения учитель только подходит вместе учителя аппарату, отдельно включает там такие правила безопасности, сухими руками трогать тоже розетки нельзя. Вкусными завтраками юных подопечных кормит и Айна Гадаборшева, шеф-повар. В столовой, рассчитанной на 168 посадочных мест, соблюдены санитарно-технические и противопожарные нормы, условия хранения, обработки и приготовления продуктов. Просторная, красивая столовая, она оснащена очень хорошим оборудованием, современным. Спасибо руководству республики, дети сыты. Светлые коридоры, хорошие санузлы, кабинеты с интерактивными досками и самое современное оборудование. Новая школа построена в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Учреждение рассчитано на 540 мест. Сейчас здесь учатся 510 человек. Необходимость учебного заведения в новом микрорайоне Яндаре была большая. Родителям приходилось отправлять детей в школы Карабулака, Назрани и других близлежащих поселений. Нагрузка снимается с родителей. Каждое утро они их сажали на автобусы. Вы понимаете, сердце матери, которая отправляет ребенка, например, в мороз, в гололед куда-то. И вот эти дети, пока они не приедут обратно, конечно, матери были как бы беспокойны. Сейчас все хорошо, они сами идут в школу, проходят здесь кружки, внеурочные занятия. Все это все для детей сделано в этой школе. Конечно, хочется поблагодарить и строителей, и все, кто был с этим связан. Мы не ожидали даже, что мы можем работать в такой школе. Это большие возможности, как и для учителя, так и для детей, чтобы они могли повышать свою успеваемость. Я очень рада, что открыли эту школу, потому что мы живем рядом с квартирами и очень легко сюда приходить. Тебе нравятся кружки? Да, очень. Тут можно многому чему научиться. А в старой школе были кружки? Нет, там не были кружки, там было только рисование. Вопрос с большим расстоянием до школы для детей и родителей закрыт. Однако перемены любому ребенку даются непросто, признается Элина Мазаева. Другие учителя, одноклассники, правила. Она, как школьный психолог, помогает детям адаптироваться к новому месту учебы. Мы должны разговаривать с ребенком и проводить беседы с каждым ребенком о том, как ему в этой школе, как он справляется с учебой, как проходит общение с учителями. Педсостав уверен,
Новая школа подарит учащимся не только отличные возможности, но и массу эмоций, а школьные будни станут интереснее и познавательнее благодаря такой внеурочной деятельности. Дана Плиева, Асхаб Белакиев, Новости 24.